Приветствую вас, дорогие телезрители! В эфире передача «Взгляд из Иордании» с доктором Шана. С вами Маха Шана. Наш гость сегодня из города Нальчик, Кабардино-Балкарская республика. Заслуженный артист Кабардино-Балкарской республики, популярный на Северном Кавказе певец, а сейчас и на Ближнем Востоке, а именно в Иордании. Поет на родном кабардинском языке и на русском, осетинском и балкарском языках. С вами Шалов Хусейн Хасанбиевич. Добро пожаловать в солнечную Иорданию. Добрый день. Вы уже 5 дней в Иордании. Какое впечатление и какое представление было раньше о Иордании? Иордания мне всегда была близка тем, что король Иордании был Хусейн бен Талал. Меня зовут Хусейн. Я всегда, когда представлялся, как тебя зовут, говорил, меня зовут Хусейн, но говорю не Хусейн бен Талал. Поэтому было такое трепетное, такое теплое отношение. Видимо, душа чувствовала, что здесь такие прекрасные люди. Вот за эти дни все мы влюбились в Иорданию. Я, мой коллектив, ансамбль народной музыки Адыга. В общем, мои друзья, вся наша компания, мы прям полюбили Иорданию. Здесь нам все нравится. И нам, наверное, очень повезло, что мы встретили самых прекрасных людей в Иордании, мне так кажется. Да, спасибо. А по какой причине вы посетили Иорданию? Здесь есть клуб выпускников Нальчика. Это группа людей, которые в разные времена, в разное время учились в Нальчике, закончили там вузы, высшие учебные заведения, получили хорошие специальности. И они, вернувшись сюда, они между собой дружат, и они организовали свой клуб. И вот несколько месяцев назад мне написал письмо доктор Ибрагим Воропа и пригласил меня с концертами посетить Иорданию. И я с удовольствием согласился, потому что, я же говорю, вот какое-то там в душе было такое трепетное отношение, непонятно. Теперь я понял. Просто вот здесь, видимо, зов какой-то был в душе. Поэтому мы здесь, слава Всевышнему, мы счастливы, нам все очень нравится. Да, очень хорошо. И очень хочу их за это поблагодарить, всех ребят с клуба. Каждого не буду поименно называть, но все как на подбор замечательные, прекрасные люди. И прямо мы, благодаря им, полюбили Иорданию. Благодаря их теплому, доброму, открытому отношению к нам. А самое главное, между собой они так хорошо относятся, что это дорогого стоит, это целой жизни стоит. Это за деньги ни за какие не купишь. И я им всегда это говорю. Пожалуйста, вот сохраните вот ваши отношения. А что вы нам расскажете о концертах, которые ввели в Иордании? У меня было 2 сольных концерта. Один концерт был в Holiday Inn в зале. Это был фуршет-концерт. Там люди сидели за столом, и мы выступали. Потом там был аукцион, у них была своя программа, и мы сделали симбиоз. То есть мою программу мы как-то совместили с их программой. И вот был такой чуть-чуть длинный, но все-таки такой интересный вечер. А второй концерт был в Адыга Хаса, вот здесь во дворе. Тоже выступали ребята из молодежной хасы, Амана, да. И судя по взглядам людей, все были, мне кажется, в восторге, восхищение, по крайней мере, то, что нам показали. Мне кажется, им это понравилось. Потому что после концерта и там, и здесь подходили, благодарили. И это, конечно, очень же приятно. Они в восторге были от ваших концертов. Спасибо. Ну, как вам, наш зритель?
Первый вечер зритель был такой более-менее скованный, такие более-менее серьезный в начале, а в конце мы их растопили, раздобрили, они как-то вот уже, потому что такой концерт, насколько я знаю, был первый раз, ребята вот с клуба «Нальчик» организовали первый раз, это было, конечно, и тяжело, и сложно, и поэтому вот они пришли, они не знали, что их ждет, а потом, когда они все это увидели, они, конечно, уже уходили оттуда другими. А здесь уже был с самого начала такой другой зритель, добродушный, теплый, открытый. У нас для любого артиста аплодисменты это дороже денег, дороже всего. Здесь поначалу, видимо, тут чуть-чуть по-другому, но вот эти люди, они прямо овации были с самого начала, вот, допустим, и до завершения концерта. Да, спасибо. А помимо вас, кто еще с вами приехал? 10 лет назад я организовал свой ансамбль народной музыки «Адыган». Туда входит доула, пшина, гармошка национальная, трещотки, бхатарка мы называем. К сожалению, доулист не смог приехать, он заболел. Помимо этого была ведущая, заслуженная артистка Кабардино-Балкарской республики Фатима Чехмахова. Гажалъащӏэм щыгъэпщкӏуащ ӏэфӏагъ, елъэпӏэкӏыу дунейм тетым фӏыгъуэу. Зэхэфщӏэнум икӏэм нэсу ар, игъэфӏэну фи псэр псэ къэфлъыхъуэ. Ну, в составе группы «Адыга» это Анжела Сакурова, Дана Гарден, Аслан Шанков, Кантемир Аджиев. В начале вашей карьеры вам было трудно? Ну, я думаю, не только в начале моей карьеры. Вообще, любое начало, мне кажется, трудно. Конечно, было трудно, конечно, было как-то непривычно, что ли. Я вообще с детства пел, в садике начиная. А потом в школе был солистом хора. Потом, будучи подростком, в республике занимал на всех конкурсах первые места. Но потом была пауза. Может, вы знаете, есть лагерь «Артек». Вот там должен был проходить большой фестиваль Советского Союза тогда еще. И вот тогда произошла трагедия в Чернобыле на атомной электростанции. Фестиваль отменили, я вот как-то забросил по своей глупости, наверное, с музыкой. Потом, спустя определенное время, я опять начал заниматься музыкой, но по профессии у меня среднее экономическое, высшее юридическое, я юрист-психолог. То есть музыка это как бы... Как можно совмещать? Ну, совмещается. Вообще в жизни, если выбирать одну специальность, то какую дисциплину человек должен изучать, то самое главное это психология. Человек, который владеет психологией, он владеет жизнью. Поэтому это и сложно, но это дает тебе как бы во всех направлениях зеленый свет. И помогает это? Конечно, это очень помогает. Чем бы человек ни занимался, он должен быть в первую очередь психологом. То есть знать, как себя вести, как обращаться с людьми. Поэтому музыка это было дано свыше. Вообще при рождении каждому ребенку Всевышний дает что-то, какое-то направление. Задача родителей вот это выявить в них, в детках, и помогать им идти в этом направлении. Потому что, к сожалению, мало людей себя находят в жизни и занимаются любимым делом. Я благодарен Всевышнему, что я считаю, что я нашел себя, я занимаюсь любимым делом. Не то, что это мое дело, это моя жизнь. Моя жизнь – это музыка, а моя любовь – это горы. У нас самые красивые горы на планете Земля. Да, я считаю, да, я люблю. У меня, кроме музыки, есть еще этнотур-проект «Кабардино-Балкария» за 7 дней с Хусейном Шаловым называется.
И мы приглашаем людей там из-за рубежа, из России, и мы их возим по Кабардино-Балкарии. Я как гид, как человек, любящий эти места, знакомлю их с историей, с культурой, с природой, с красотой Кабардино-Балкарии. Уже это в Иордании уже узнают об этом тоже. Вот, Поэтому я, если у людей есть желание, я с удовольствием вас приглашаю. Можете поверить, вы оттуда привезете массу позитива, и вообще все оттуда приезжают уже другими людьми. Они когда прощаются, они со слезами на глазах уезжают, потому что влюбляются, невозможно не полюбить это место. Да. А вот какая из ваших песен самая любимая? У меня нет нелюбимых песен. Все любимые. Да, потому что каждая песня, она по-своему. Как вы могли вот на 4 языках? Вы знаете этих языках хорошо? Нет, я не знаю язык. Я понимаю много слов, но я не могу сказать, что я владею. Ну, русским языком я владею, конечно, в совершенстве. Ну, балкарский язык я понимаю, мы же живем в Кабардино-Балкарии, очень много друзей балкарцев, а еще на осетинском тоже, у меня несколько песен на осетинском, потому что у меня друзья осетины, очень много друзей. Да, вот в этом тоже мне, благодаря Всевышнему, очень повезло. Самые прекрасные люди, там самые популярные звезды Осетии, они мои близкие друзья, мы очень тесно общаемся, поэтому нашу дружбу мы переносим и на то, чтобы наши культуры связывались, чтобы мы сближали наши народы. У нас очень теплые отношения с осетинами, поэтому вот и это была причина того, что я пою на их языке. Но не только я пою, они тоже научились петь. Эльвира Кусова так красиво спела песню «Осип Депсонс», что люди плакали. Она настолько эту песню прочувствовала. Сослан Зуцев мой, не могу сказать его даже другом назвать, как брат он мне. Мы вот 10 лет дружим очень, мы стали настолько родными, что, как говорится, не разлей вода. Да. Ваше творчество вот, доказывает, что Кавказ это единый. Кавказ, да, Кавказ, он не похож ни на что и ни на кого. Кавказ, он другой. Мы люди, которые рождены в горах, скажем так. И поэтому в горах жить намного тяжелее, выживать. Поэтому люди должны были быть сплоченными, как-то вот помогать друг другу. Это переносится и на жизнь. К сожалению, современная жизнь, она вносит, конечно, свои лепты, но все равно вот это у нас в крови, а кровь это не вода, ее не поменяешь, поэтому я очень горжусь тем, что мне посчастливилось родиться там, в Кабардино-Балкарии, жить на Кавказе, и вот как-то вот так. А вы сами сочиняете свои песни? У меня есть песни, которые я сам сочинял, начинал с этого. Есть еще несколько авторов, с кем я сотрудничаю. Особенно дорогой мне человек, очень известная поэтесса, там Рима Давыдова у нас есть такая. Очень много популярных песен ее сочинений я спел. Аслан Мамиев, народные, люблю очень песни. Ну, всех сейчас не смогу перечислить, но я работаю из в одном направлении, в другом, в разных направлениях. Да. Очень хорошо. А над чем вы сейчас работаете? Сейчас вот у меня 22 октября в Нальчике будет сольный концерт. Я ежегодно делаю концерт, но этот будет чуть-чуть по-другому. Это будет фуршет-концерт, как типа такого концерта, который проходил в Holiday Inn. То есть люди будут сидеть за столами, и я буду выступать в ресторане, в одном из лучших ресторанов Нальчика. Гостиный двор «Березка» называется. И концерт будет еще чуть-чуть отличен от других тем, что он будет состоять из 2 блоков. Первый блок – это мои кабардинские песни, которые люди любят. А второй блок я все-таки родился в СССР, а это тоже своего рода другие люди, вот как эти ребята, клуб выпускников Нальчика. И вот в Советском Союзе были очень такие добрые песни.
Они называются «Песни советских времен». Я вот хочу второй блок исполнить те песни, которые людям очень нравятся. Кстати, ты вчера видела, как мы пели «Катюшу». Да. Вот такого плана. То есть, Катюша, Калинка. да, вот чтобы люди не только сидели, я хочу, чтобы они отдохнули, чтобы они себя почувствовали тоже артистами, пели, с нами танцевали. То есть вот мои концерты, они чем отличны? У меня очень большое общение со зрителем. То есть не так, как меня объявили, я вышел, спел, ушел. Я очень люблю говорить, много болтать. Ну, Поэтому, это хорошо. Да, у меня общение со зрителем большое. Я по-другому не могу. И вот это как бы сближает. Я люблю находиться среди них, чтобы они себя чувствовали, чтобы у нас не было никакой стены, никакой грани. Чтобы мы были одно целое. Потому что я делаю то, что им нравится. Я это делаю для них. И мне очень приятно, когда они отвечают своей любовью, вот, выражают отношение ко мне. Да. У вас есть творческая или жизненная мечта? И то, и другое. Ну, как сказать, мечта, конечно, должна быть у любого человека. Мечты, они бывают разные, и каждый видит счастье в чем-то своем, насколько он относится к своей жизни, к окружающему миру. И, конечно, у меня очень много мечтаний разного плана, но говорят, мечты не надо озвучивать, потому что они тогда мы предполагаем, а Всевышний располагает, так говорят. Поэтому так, конечно, есть идеи, очень много идей, мечтаний, к чему я потихонечку, конечно, иду. Уважаемый Хусейн Шалов, спасибо вам большое за ваше творчество, которое приносит столько наслаждения зрителям. И спасибо за волшебный вечер, наполненный великими и великолепной музыкой. Мы вас очень любим и гордимся вами. Спасибо большое, мне Спасибо очень приятно. большое. Спасибо за приглашение. Вам тоже хочу пожелать успеха во всем, во всех ваших начинаниях, потому что это труд, но не надо бояться трудностей, надо бояться лени. Нельзя сидеть, вот, сложив. Каждой минуткой надо дорожить, потому что жизнь, она короткая, а человек должен себя реализовывать. Вот все, что человеку нравится, он должен это делать. По крайней мере, он должен пытаться, стараться это сделать. А там уже у кого-то сразу, у кого-то чуть-чуть по-другому, но все равно к этому можно прийти, если человек нацелен на то, чтобы осуществить свою мечту. У вас есть какое-то слово вот вашим уже зрителям в Иордании? Прекрасная страна, желаю процветания, замечательные люди, и я очень горд, что представители моего маленького, но великого народа, адыги, здесь в почете, здесь освоились, показали себя с лучшей стороны. Желаю вам процветания. Берегите себя, берегите друг друга, цените, уважайте. И хочу поблагодарить руководство этого государства прекрасного, этого королевства, чтобы человек, который посетил Иорданию, тоже влюблялся, и от этой поездки только оставались самые-самые добрые впечатления. Да, спасибо вам большое. Спасибо. Вы смотрели «Взгляд из Иордании» с доктором Шаном. С вами была я, Маха Шана. До встречи. Желаю вам всего доброго и до свидания. Псам ежаса уиворот явос захотче нас минахышам Кот хохажу адыганамас Адыганамас Хабзадахам адыганамас